Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Мы предлагаем вам посмотреть встречу 29-го тура чемпионата итальянской серии А. Сицилия. Стадион Стадио Барбера, Ренцо Барбера. И здесь принимает своих соперников Палермо. В соперниках сегодня в этих самых у сицилийцев чемпионы страны и лидеры чемпионата футболисты миланского Интера. И если говорить еще проще, сегодня мы с вами наблюдаем встречу соперника московского ЦСКА по историческому для нас четвертьфиналу Лиги Чемпионов. Давайте посмотрим, как выглядит Интер. Армейцам играть с Интером совсем-совсем скоро. Осталось чуть больше недели до первого матча. И вот все наше внимание сейчас, естественно, к Интеру. А в дополнение к этому еще и к Палермо, потому что команда это просто великолепная и очень интересная, красочная. А в дополнение к этому еще и к Милану, потому что отрыв Интера от Милана сократился до 1 очка. И если сегодня Интер проиграет, а Милан, в свою очередь, завтра выиграет у Наполи, то миланцы могут обойти своих соседей и выйти в лидеры чемпионата. Словом, опять у нас чемпионат Италии интереснейший. Ну и борьба в этом сезоне не только в середине турнирной таблицы, но и за золото тоже. Нам с вами показывают крупным планом арбитра. Это Антонио Дамато. Именно сегодня ему судить встречу этих двух соперников, Интера и Палермо. Я напоминаю, что Интер находится во главе турнирной таблицы итальянского чемпионата. 28 матчей, 59 очков. А Палермо четвертый, иначе говоря, входит в зону Лиги Чемпионов. Палермо 28 матчей, 46 очков. До Рома далековато, 7 очков, но сзади Палермо, снизу Палермо подпирают Ювентус 45 очков и Сампдория 44 очка. Показывает нам капитанов команд. У Палермо это несомненный лидер в нынешнем сезоне Фабрицио Миколи. У Интера это несменяемый Хавьер Дзанетти. Ну и стадион, он заполнен абсолютно на Сицилии. Футбол обожают, а тут еще такой шанс. Палермо действительно всерьез претендует на место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. А если команда сумеет лидеров в межсезонье удержать и 1-2 позиции укрепить, то я уверен, что в Лиге Чемпионов Палермо не затеряется. Ну и, кстати, о лидерах. Вот, например, Симон Кьяер, один из самых талантливых футболистов в Италии, игроков обороны, на которого посматривают с большим интересом многие европейские гранды, уже объявил, что он готов остаться в Палермо в том случае, если команда выйдет в Еврокубки. Но я, правда, не уверен, что он останется в том случае, если команда выйдет в Лигу Европы. А вот в Лигу Чемпионов, а почему бы нет, его здесь все абсолютно устраивает. Главный тренер Палермо Делио Росси, человек, который возглавил команду уже по ходу нынешнего сезона. «29-й тур, итальянская серия А. Палермо против Интера. Составы играющих команд. Давайте с гостей начнем с Интера. Жозе Моуриньо после того, как закончилась его трехматчевая дисквалификация, вернулся на свое место на тренерской скамейке и выпустил он на этот матч следующий состав. В воротах Жулио Сезар, номер 12, Майкон 13, Лусио 6, Самуэль 25, Сантон 39, Хавьер Занетти, капитан команды 4, Камбьясу 19, Станкович 5, Снейдер 10, Милито 22, Самуэль Этоо под 9 номером. Палермо. В воротах Сиригу под 46 номером, 16 Кассани, 24 Кьяер, 5 Бово, 42-й Бальзаретти, 8-й Мильячо, 30-й Фабио Симплисио, 9-й Ночерино, 6-й Пасторе, 7-й Кавани и 10-й Фабрицио Миколи, капитан Палермо Делио Росси, я уже вам его представил, главный тренер сицилийской команды. Интрига подогревается тем, что Интер получил по ушам очень сильно здесь же, на Сицилии, в другом сицилийском городе, в Катании. Неделю назад мы показывали эту встречу. Катания играла великолепно, Интер играл очень плохо для себя, и закончилось все со счетом 3-1 в пользу Катании. И вот теперь вторая подряд поездка на Сицилию. Но между этим был еще вояж в Лондон, который завершился ярчайшим и совершенно заслуженным для Интера триумфом. Интер отправил отдыхать Челси в Лиге Чемпионов и вышел в четвертьфинал этого турнира. Так что простили, конечно, уже поклонники Интера поражение от Катании. Но теперь вот Палермо, а дальше уже ЦСКА, и придется Интеру
продолжает решать две задачи. Это биться за чемпионство, потому что Милан подпустили неоправданно для себя близко. Ну и бороться за место в полуфинале Лиги Чемпионов. О том, как отреагировали в Италии на известие о жеребьевке, давайте я обязательно расскажу, но чуть-чуть попозже, потому что хотелось бы сказать мне несколько слов, так высказать свое очень скромное мнение по поводу расстановки команд. Таким образом, Интер играет по своей обычной схеме 4-3-1-2. В обороне слева сегодня молодой Давидос Антон появился, справа Майкон. Здесь все нормально, все обычно. В центре Лусио и Самуэль. Обычная для Жозе Моуриньо пара центральных защитников. Три центральных хавбека. Хавьер Дзанетти чуть правее, Станкович левее, в центре Камбьясо. Снейдер играет под нападающими в роли двух форвардов Милито и Этоо. Обратите внимание, сегодня Горан Пандев в стартовый состав не попал. Ну и вообще не попал в заявку на этот матч Балотелли. Обычно Палермо играет по той же схеме, что и Интер. 4-3-1-2. Справа Бальзаретти, слева Бальзаретти, справа Кассани, в центре Бово и Кьяер. Три центральных хавбека. Ночерино, Мильячо и, внимание, Симплисио. Таким образом, сегодня сразу двух своих плеймейкеров выпускает на поле Делио Росси, потому что под нападающими, кроме Симплисио, располагается еще и Хавьер Пасторе. Микколи и Эдисон Кавани. Два форварда. Первый удар по воротам Палермо. Интер довольно лихо начинает эту встречу. Идет вперед. Раз за разом. Ну и сейчас атаку Интера прерывает. По поводу потерь. Одна действительно серьезная потеря у Палермо. По причине травмы не смог выйти на поле Марк Брешиано. Я, кстати, думаю, что если бы Брешиано играл, то, скорее всего, Симплисио остался бы на скамейке запасных. Ну или Пасторе бы там остался. Кроме того, травмирован Тедеско. У Интера травмирован Киву, но румын уже начал тренировки. Я думаю, что совсем скоро вполне может он вернуться в состав Интера. Ну и, кроме того, за свой восхитительный трюк в матче с Катанией дисквалифицирован Мунтари. Я думаю, что ту встречу вы помните, потому что Мунтари вышел на замену, быстро получил желтую, красную, заработал пенальти, причем совершенно справедливое и очень глупое получилось удаление. У Пастора мяч выбивают. Майкон на правом фланге. Пастор его преследует. Майкон делает передачу в штрафную, и Сиригу без всякого труда, выпрыгнув, забирает мяч в руки. Я напомню, что в первом круге на стадионе Джузеппе Меацци Интер выиграл 5-3. Фантастическая тогда получилась встреча с некоторым количеством ошибок в обороне, так мягко скажем, вообще довольно расхлябанными действиями на своей половине поля, но зато в атаке обе команды себя действительно превзошли. Сантон. Самуэль делает передачу на правый фланг. Майкон. Я думаю, что не смогу сегодня я, так же, как и вы, уважаемые телезрители, не вспоминать матч с Катанией и матч Челси. Потому что, совсем это было недавно. И понятно, что некоторые события, которые мы с вами сейчас видим, они, в общем, рассматриваются под определенным углом. И, в частности, сквозь вот эту самую призму пресловутую этих двух матчей. Снейдер. Я не думаю, что Мильячо нарушал правила, но вот мяч рукой он хватанул. В том смысле, что он не толкал Снейдера. Снейдер. Подача с левой ноги на Этоо. Мяч дальше прилетает. Сиригу. Симплисио. Бальзаретти борется на левом фланге. Оборона у Палермо, если не считать датчанина Кьяера, состоит на 75, получается, процентов. На 75% из итальянцев. Если не считать Кьяера, то на все 100. Три итальянца. На флангах Бальзаретти и Кассани, в центре Чезаре Бово. И, кстати, Кассани Марчелло Липпи совсем недавно в сборную уже привлекал. Правого защитника. Лусио. Фирменный его проход. Подключение в атаку центрального защитника. Падает Лусио и зарабатывает штрафной. Извиняется перед ним Хавьер Пасторе. Ну да, на ногу наступил и соперника уронил Хавьер Пасторе. Снейдер будет подавать. Стенку выстроили, такую мини-стенку Микколи и Пасторе. Высокая передача сейчас будет. Снейдер мастер вот именно такого рода подач. Присматривается голландец.
Высокая, хорошая подача. Сиригу снимает мяч с головы сразу двух аргентинцев. И с головы Самуэля, и с головы Диего Милито. Ну, этот Кьяер корпус ставил. Вот, кстати, еще один кандидат на то, чтобы поехать на чемпионат мира. Понятно, что если здоров Буфон, а ты вратарь сборной Италии, то ты сидишь в запасе. Но в запасе тоже неплохо. Пасторе. Есть подключение слева Бальзаретти. Пасторе не поняли здесь они друг друга с Эдисоном Кавани. И затем Давидо Сантон очень быстро выходит из обороны, делает передачу на левый фланг. Самуэль. Этоо. Против него Чезаре Бово. Финт, другой, разворачивается Этоо. Что можно сделать? Можно вот такую передачу на Милито. Удар мощный в штангу. Не было положения вне игры. Основательный Интер сейчас не то чтобы укусил, отгрыз кусочек от Палермо. И Диего Милито в этом вот случае, наверное, сыграл так, как и только можно было действовать. Смотрим. Не было офсайда. Блестящий. Милито сходу пробил. Явно такого поворота событий Сиригу не ожидал. Мяч просвистел у него над ухом со страшной силой и врезался в стойку. Первый момент есть. Камбьясо. Камбьясо делает передачу направо на Майкона. Майкон. Изумительно с Челси сыграл Майкон. Просто изумительно. Весь фланг там, свой фланг наглухо перекрыл. Кстати, ему там неоднократно приходилось по ходу матча сталкиваться с Юрием Жиркой на этом фланге. Майкон. Передача. По всей видимости, все-таки была попытка выдать пас в расчетное подключение на дальний фланг. И Этоо. Блестяще увидел. Да, передача получилась, потому что кто-то из защитников ногу подставил не очень удачно. Бальзаретти это был. Но тем не менее, как тонко сыграл. А у нас уже атака Палермо через правый край. Ищет Миколи. Касани подключился в атаку. Вот Катания свой первый мяч в ворота Интера забила именно с помощью блестящего подключения в атаку правого защитника Альвареса. То есть по левому флангу обороны Интера. Снейдер. Передача в центр на Хавьера Дзанетти. Дзанетти. Майкона включил в этот эпизод. Против Майкона Симплисио. Майкон. В короткую стенку. Майкон. Этоо тоже может пробить. И бьет. И сразу попадает под подкат Бальзаретти. Хорошо, пока Интер комбинирует на чужой половине поля и мало что позволяет сопернику. Бальзаретти и Милито. Высокая передача. Падение в штрафной, что пенальти назначает арбитр. Бово кого держал или никого не держал, и желтую карточку. Но желтая карточка ожидаемая, если было нарушение правил. Мы сейчас с вами посмотрим, что здесь такое случилось. Ну, совершенно справедливый 11-метровый. С первого повтора было видно. Держал, конечно, держал Лусио руками. Вот, и мало того, что держал, держа руку Лусио в руках, падал. Бово якорем тянул соперника к земле. Ну, что поделаешь. Да, Палермо очень симпатичная команда, и Бово неплохой защитник, но сейчас заработал совершенно справедливо пенальти в свои ворота, и четко в этой ситуации сработала судейская бригада. Давайте посмотрим. Я так понимаю, что Милито будет бить. Лучший бомбардир Интера, кстати говоря. 16 мячей. И второй бомбардир чемпионата Италии уступает только Ди Натале, у того 19. Сиригу против Милито. Да, Диего Милито. Спокойный, как, не знаю, отбойник. Диего Милито пробивает под перекладину и выводит свою команду вперед. Интер забивает какой-то очень спокойный гол, без напряжения. То есть Интер завладел преимуществом, покомбинировал, был один момент, потом спокойно заработал пенальти и вот в результате этого вышел вперед. Это было сделано на классе. Посмотрим, что дальше будет делать Палермо, потому что, в принципе, таланта, да и класса, и выучки у Палермо достаточно, чтобы ответить вот на такое начало. Диего Милито очень хорош. Я не знаю, поедет ли он на чемпионат мира, у него там были какие-то сложности с Марадоной.
Но я думаю, что среди аргентинцев, центр-форвардов, по части реализовать свой момент. Но, правда, есть еще и Гуаин в этом сезоне из Реала великолепно играет. Но у него все-таки опыта такого нет, как у Милита. Кавани. Вот кого мы пока в игре еще не видели. Кавани бьет. Кавани. И что? Нет, показывает арбитр, что мяч не ушел за пределы поля, хотя Мильячо придерживался другой точки зрения. Длинная передача вперед. Палермо пока довольно беспомощно выглядит на чужой половине поля, что неожиданно. Однако Пасторе вынужден уходить очень глубоко. Оборонительной работой занимается и Фабио Симплисио. До Касани, которому нужен пас на ход, потому что футболист это очень быстро, мяч просто не доходит. Миколи мы пока видели только эпизодами. Но, правда, прошло всего 12 минут. Занетти. Этоо. Майкон. Дальше идет Майкон. Пытался здесь затолкать буквально соперника. Затолкать не получилось. Передача в чужую штрафную через Снейдера. Здесь же Милита отметился. Хавьер Занетти. Снейдер. Сантон. С Челси слева в обороне играл Хавьер Занетти. Но вот сегодня Давида Сантон, которого в первую половину сезона Мауриньо на поле почти не выпускал. Ну, где-то, наверное, воспитательные меры имели место быть. Но сейчас Сантон периодически на поле появляется. И он действительно прибавляет. Защитник с очень хорошими возможностями. Камбьясо. Сантон. Ну и кроме того, он итальянец, что тоже для Интера, где итальянцев очень мало, и немаловажно. Майкон. Этоо. Здорово сыграл здесь Этоо. Было два подряд нарушения против Милита и против Этоо. И опять Чезаре Бова. Не успевает он. Это нам показывает второй эпизод. А здесь еще Этоо попало. Да, на ногу наступили чуть-чуть. И еще один штрафной. Снейдер опять туда сейчас пойдет. И будет навес. А тут еще Камбьясо есть. Снейдер. Передача хорошая. Мильячо выносит мяч. Миколи. Миколи против Снейдера. 2 десятых номера и оба очень маленького роста. Передача в центр. Мильячо. Симплисио. Не налаживается игра. Вот здесь, если была игра рукой, то сейчас Станкович получит свою заслуженную желтую. Он ее и получил. За срыв в контратаке. А штрафной придется еще разочек разыграть. Да. Может быть, и пытался убрать Денис Станкович руку, но рукой он действительно эту передачу прервал. Бова. Мяч выносится из штрафной. Бова играет на Симплисио. Тот проталкивает дальше на Пасторе. Можно бить Пасторе. И Пасторе отвечает. Вот сейчас возник у Интера несколько неожиданный разрыв между футболистами. Причем это касается именно центральных хавбеков. И в эту свободную площадь въехал немедленно Хавьер Пасторе. Выбрасывался Лусио. Где были опорники, интересно? Подбегал неторопливо Камбьясо со спины. Симплисио. Бразилец разворачивается, включает Бальзаретти. Касани пока по противоположному флангу редко подключается. А за Бальзаретти уже тенью следует Хавьер Занетти. Симплисио. Начерино. Бальзаретти.
Подача хорошая. Сантон справляется. Пасторе. Мильячо. Довольно своеобразный какой-то отрезок получился. Интер очень неубедительно действовал на подборе. Вот в эти минуты. Делио Росси, сменивший Вальтера Дзенгу по ходу сезона. Маурицио Дзампарини наставников не щадит. У него Алинатория увольняются на раз просто. Даже не на раз, на четвертинку. Сантон. Касани его преследует. Сантон тащит мяч дальше и зарабатывает совершенно справедливый штрафной. Мало того, я не исключаю и здесь предупреждение. Хорошо корпус поставил. Нет, я не исключал предупреждение, но главное то, что его исключил арбитр. Мое мнение судью в данном вопросе совершенно не интересовало, и это хорошо. Сиригу. Вот нам показывает Самуэль Этуу. Передача. Удар немножко выше цели. У Этоо вид был не очень радостный. С одной стороны забили и выбили Челси. С другой стороны, в день матча у Этоо угнали Бентли. Он его одолжил покататься очень талантливому молодому австрийцу Арнаутовичу, который вот в Интере почти весь сезон, но при этом почти не играет. И я думаю, что есть смысл ему клуб сменить, потому что футболист с фантастическими возможностями. Вот Арнаутович покатался, припарковал автомобиль где-то в центре Милана, причем не в самом захудалом районе, в нормальном. Но оттуда этот автомобиль и подчистили. Пресс сразу вспомнила, что в тот день, когда Интер обыграл в первом круге Милан в миланском дерби 4-0, ограбили две квартиры футболистов Интера сразу, и Виера, и Монтари. У Виера вынесли коллекцию часов, и Монтари коллекцию драгоценностей подруги. Пасторе. Борется со Станковичем. Здорово играл Станкович, и после этого великолепно сыграл Сантон. И сразу же ошибка последовала. Нарушения правил не было. Показывает четко судья, что сыграно было в мяч. Фабрицио Микколе, похоже, так не считает. Длинный пас вперед. Стал понемножечку осваиваться Палермо. Поактивнее действовать в середине. Интересно, сумеют ли Симплисио и Пасторе ужиться. Пока сложно говорить, вроде бы друг другу они не мешают. Длинная передача на Кавани, то, что очень любит уругвайец. Подталкивали немножко сзади. Но я не уверен, что было нарушение правил. Жюлио Сезар. Далеко вперед. 20 минут этого матча позади. И пока у нас забитый мяч один. Диего Милито с пенальти открыл счет в этом поединке. Жюлио Сезар. Сантон. Пасторе. Мильячо. Обычно их с Брешану комментаторам можно перепутать, потому что они в центре поля и оба совершенно лысые. Но вот сегодня Брешану нет. Так что Мильячо с кем-то спутать довольно сложно. Бова, ну что ж за манера-то у него такая, руками хватать соперника. А главное, желтая уже есть. Нет, может, удалять все-таки не надо. Это так довольно сильный матч. Хотя, знаете, формально можно за удар локтем. Посмотрите, что делает Бова. Бум! Если захотеть матч испортить, то его Бова дает повод. Бальзаретти. Передача налево. Самуэль.
Сантон. Лусио. Длинная передача вперед. Здорово, как корпус ставит Милиту и оттесняет все того же Бово. Пас вперед. Пасторе. Параллельно с нашим идет сейчас еще один матч Рома Удинезе. Вот там Рома забил и сделал это Лука Тони. Бальзаретти. И сегодня Фиорентина выиграла дома у Джену 3-0. Бубакар, Джалардино и Сантана отличились. Как жаль, что фиалки вылетели из лиги. Как им не повезло и немножко не хватило опыта. Потому что они были явно лучше. И, кстати, вот если бы Бавария попала бы на ЦСКА, я бы сказал, что у ЦСКА шансов было бы пройти дальше больше, чем Бавария. Потому что в Баварии, конечно, есть великолепные звезды, но команда выглядит очень неважно. Но, опять-таки, это всего лишь моя скромная субъективная мнение. Длинный пас. Бальзаретти. Майкон. Бальзаретти на левом фланге. Бово. Сантон. Камбьяса включился. Рома второй забил и Вучинич отличился. Майкон. Хавьер Занетти. Сразу уперся буквально в него. Причем Бальзаретти пытается Палермо прессинговать на чужой половине поля даже сейчас. Снейдер. Майкон. Здорово заметил Станковича. У Станковича блестяще поставлен удар. Но он все-таки правша. И здесь тяжело было что-то сербу выжить. Тем не менее, удар этот состоялся. Да, с левой ноги, да, не точно, но атаку завершил. Сирику. И нам раз за разом показывает Фабрицио Миколи. Не заметим пока капитан Палермо. Миколи, по всеобщему мнению, проводит лучший сезон в своей карьере. 30 лет этому футболисту. Перспективы в сборной у него как-то не очень, мне кажется, хорошие. Хотя, кто его знает, вполне может взять его элиту все-таки в итоге. Миколи. Хорошая передача, и можно бить! И сравнивают счет футболисты Палермо. Вот вам и Фабрицио Миколи. Кавани забил-то. В ближний угол. Мощнейший удар. Да, Эдисон Кавани. Уругваец сравнивает счет в этом поединке. Получил возможность ударить. И четкий удар в нижний угол. 1-1 Палермо на 24-й минуте встречи. Выравнивает положение. И, в общем, смотрится игра пока очень здорово. И я думаю, что дальше будет смотреться только лучше и лучше и лучше. Еще раз смотрим. Миколи обыгрывает Камбьяса, выбрасывается Самуэль. И передача здесь два свободных футболиста. Попадает Кавани в зону, которую не смогли поделить Лусио и Сантон. И сходу бьет. Ну, убежал отсюда Самуэль в итоге в ближний угол. Убежал отсюда Самуэль, а Лусио на мгновение промедлил и зону эту закрыть не успел. Так же, как не успел с фланга подбежать Сантон. Ну, с одной стороны ближний угол, с другой стороны очень сильно. Пьер. 20 лет этому датскому защитнику. Если будет здоров, чему мы ему желаем, обязательно на чемпионате мира мы его увидим. Скорее всего, он будет с Даниэлем Магером играть, наверное, в центре обороны сборной Дании. Камбьяса. Симплисио. Снейдер. Дальний удар. И опять Станкович. На этот раз удобнее ему было, потому что под правую ногу мяч лег. Ну, вообще футболистов, которые поедут на чемпионат мира, на поле сегодня огромное количество. Жульо Сезар, Майкон, Лусио, Самуэль, может быть Сантон, Занетти, может быть Камбьяса, Станкович, Снейдер.
Милито и Туо. У Интера весь основной состав поедет. У Италии может быть Сиригу, у Палермо, прошу прощения, может быть Сиригу, может быть Касани, Кьяер, Кавани. Может быть Эрнандес. Ну, посмотрим. Ну, поменьше, конечно. Ну, правда, у Палермо очень много футболистов молодых. Тот же Пасторе вполне может поехать, например, на следующий чемпионат мира уже там, в основе, если будет так же прогрессировать. Длинная передача. Майкон. И нам раз за разом показывают Эдисон Кавани. Станкович, Этуо. Кьяер. Бальзаретти. Как хорошо. Ночерино. Ну, как-то немножко переоценил свои возможности. Тем более, что было время и пространство у Майкона. А вот этот эпизод смотрелся очень хорошо. Сперва немножко потолкались, затем пожали друг другу руки. И Делио Росси. Мы помним его очень хорошую работу с Лацио. Затем его сменил Давидо Баллардини во главе Лацио, который, в свою очередь, в прошлом году тренировал Палермо. Такая рокировка произошла. Я все-таки не склонен винить Давида Баллардини в том, что произошло с Лацио в этом сезоне. Там скорее нужно винить Клаудио Латипо. Хавьер Занетти с мячом. Передача направо. Майкон. Симплисио. Кавани. Да, я обещал сказать о том, как в Италии восприняли в целом по прессе, если судить. Жребий, который свел Интер с ЦСКА. В общем, была у меня возможность с помощью Андрея Лаврентьева, который мне любезно помог, провести некий мониторинг итальянской прессы. Ну, в общем, там уже уверено, что можно уже с Барселоной играть. Они считают, что Барселона у Арсенала выиграет, и уже вовсю об этом рассуждают. То есть не то, что там шапками закидывают, я не знаю, там чем, пастой пытаются забросать, макаронами. Так что с этой точки зрения у ЦСКА определенное преимущество будет. Я думаю, что вполне можно такими настроениями. Они неизбежно должны на команде сказаться. Конечно, да, там мне могут возразить, в Интере профессионалы, суперзвезды. Да, это все правда, они суперпрофессионалы, суперзвезды. Но все-таки такое, как мне кажется, в определенной степени расслабленное настроение присутствует. Правда, отмечают, что несмотря на то, что, как считают в Италии, Интеру со жребием повезло, очень побаивают, не очень, но побаиваются они ответного матча в Москве, где будет прохладно, да еще и синтетика. Поэтому считают, что, дескать, нужно все проблемы решать в первом матче. Ну, пусть пробуют. А мы посмотрим. И поболеем за ЦСКА. Передача на правом фланге. Кассани. Симплисио. Пасторе. Симплисио. Положения вне игры не было. Ага. Интересный момент. Кассани. Игра поменялась. Она сейчас совершенно равная. Миколи обыгрывает Станковича. Дальше что? Передача. Хорошая передача. Интер проиграл подбор возле своей штрафной. И закончилось все дальним ударом. Ну, может быть, и правильно Ночерино все сделал. Если все адресаты, возможно, были перекрыты, почему бы и не пробить? Всякий раз, если готовиться к любому матчу с участием Интера, то, естественно, изобилие высказываний Жозе Мауриньо. Но вот перед этим матчем-то никакого изобилия нет. Мяч у Сиригу. Дело в том, что после того, как Интер провел матч с Сампдорией, команде игрокам запретили, в общем, высказываться в прессе на определенные темы. То есть там обет молчания. Его принял в том числе и Жозе Мауриньо, который получил 3 матча дисквалификации. Он показал в камеру вот этот жест, скрещенные руки, то, что в Италии называют монете.
как объясняли потом официальные представители Интера, произошло это после того, как два сразу удаления было в составе Интера. Самуэля и Кордоба удалили. В общем, официальная версия Интера, дескать, вы нас хоть наручниками заковываете, но мы все равно справимся. И 3 матча Жозе Мауриньо отдыхал. Мало того, в поединке с Женуа там он еще, находясь в специальной зоне, пытался что-то кричать в своей скамейке запасных. И в Италии обсуждали возможное продление дисквалификации еще на один матч. Но, тем не менее, не стали этого делать. Решили, что совсем уж чересчур. Одним словом, Жозе Мауриньо сейчас помалкивает, что для него не очень привычно. Микеле. Исключение поединок с Челси. Но там другой совершенно турнир, и там есть определенные обязательства. Пасторе пробил в руки. Жюлю Сезару мяч прилетел. Поэтому перед матчем Жозе Мауриньо с Челси выступил. В частности, сказал, что прокомментировал ситуацию в чемпионате. То, что Милан практически Интер догнал. Проехался, естественно, по Милану. Сказал, ну вы понимаете, как Милан набирал эти очки, и как как одна команда набирала очки, а как другая их не добирала. Но, в общем, в стане Интера поговаривают так, о том, что есть якобы некое давление такое на команду, что ли. Не футбольные методы, дескать, используются. Но это версия Интера, я не говорю, что ничего такого нет. Просто вот такая версия есть. Сразу после этого высказался и Леонардо, который на сегодняшней пресс-конференции призвал Мауриньо придерживаться в чемпионате Италии той же этики, которой он придерживается в турнире Лиги Чемпионов. Это... Кстати, Мауриньо-то никаких конкретных имен не назвал. Он сказал, ну я не буду конкретно ничего говорить, а то меня опять дисквалифицируют. Ну, в общем, такое обычное для Жозе Мауриньо выступление. Смесь яркости и провокации. Уже привыкли. На поле, между тем, Палермо и Интер по-прежнему играют в ничью. 33-я минута матча, 1-1. Удалось Палермо выровнять ход этого поединка. Правда, в последние минуты Интер снова стал поддавливать Палермо на чужой половине поля. Снейдер. Мягкая передача. Здорово как! Это там Майкон оказался. Не в первый раз мы видим эти подключения, но вот в первый раз в этом матче оказался, по сути, на месте центр-форварда Майкон. Ну, правого форварда. И опять Бова не досмотрел. Другое дело, что за Майконом все-таки должен был соответствующий футболист Палермо сюда прийти в штрафную. Скорее всего, на Черину, так, если по позиции судить. Касание. Пьер. Бальзаретти. Не в первый раз уже немножко не успевает за мячом. Бальзаретти. Занетти. Зампарини нет. Майкон. Давайте дождемся, чем вот эта атака закончится. Я потом про Зампарини обязательно скажу. Милито. Это он. Снейдер. Можно бить Дэвиду, Уэсли Снейдеру. Почему-то я его назвал Дэвидом. Вероятно, Бекхэм сейчас своей ужасной травмой оккупировал мое подсознание. Уэсли Снейдер вышел на ударную позицию, а удар у него поставлен не хуже, чем у Станковича. И сразу же пытался пробить с правой ноги. А вы знаете, Зампарини-то на трибунах, вот нам его показали. Хотя изначально он не собирался ехать на матч. Он достаточно суеверный человек. Он считает, что когда он смотрит матч не на стадионе, а у себя в офисе по телевизору, команде это помогает. И совершенно не должен был оказаться, но тем не менее вот его только что показали на трибуне. Но, видимо, передумал в последний момент все-таки. Зампарини отличился, как всегда. Он по части выступить не хуже Мауриньо. У него там случился диалог через прессу сперва с Де Лаурентисом.
после матча Наполи-Палермо сказал, там был пенальти назначен, сказал Зампарини, что я вот в футболе давно и понимаю эту игру, а Де Лаурентис не понимает. Затем досталось Клаудио Латито после матча Лацио и Палермо. И тоже было сказано, что и Латито ничего не понимает. Вообще Латито нужно не о судействе беспокоиться, а о том, чтобы его команда играла, потому что она не играет. В общем, в чем-то, конечно, был прав Зампарини. Ну и, наконец, после матча с Удинезе в прошлом туре, а Палермо проиграл 3-2, уже досталось собственной команде. Президент Палермо сказал, что наши игроки и тренер много мечтают об итоговом результате по итогам сезона, то есть о попадании в Лигу чемпионов. Мечтают много, вот поэтому избавили оборот. Пас вперед. Милито против Кьяра. Здорово. Рывок Милито в чужой штрафной. Нужно ему сыграть с кем-то, потому что 4 человека в розовых футболках были вокруг Милито. Мяч в итоге достается Снейдеру. Снейдер. Станкович. Не попал в шаг Дэйну Станковичу сейчас Уэсли Снейдер. Сантон. Самуэль. С левой ноги передача на правый фланг. Здесь должен быть Майкон. Он здесь и есть. Передача в касание. Бова немножко неуклюже мяч обработал. Тем не менее, Палермо продолжает сейчас владеть мячом на своей половине поля. Бово. Сиригу. Длинный пас вперед. Мильячо. Даже лежа Мильячо пытается сбить мяч ногой с лысины Камбьясо. Снейдер. На Милито. Милито ставит корпус в очередной раз Кьяеру. В предыдущем эпизоде он молодого датчанина обыграл. Милито. Кавани. Симплисио. И быстро разбегаются футболисты Палермо. Блестящая передача. И здорово играет Пасторе. Может быть опасная контратака. Пасторе направо на Миколи. Миколи. Симплисио по мячу не попадает. Вот и еще один хороший момент у Палермо. Майкон. И лежит на газоне. Сидит уже на газоне Симплисио. Если он будет травмирован, заменить его будет непросто. Давайте мы еще раз посмотрим. Так получилось, что Пасторе выскочил к линии штрафной. Нужно было либо самому обыгрывать, не решился, либо замедлить атаку, что и выполнил аргентинец, отпасовав направо на свободного Миколи. Правда, опасность все равно никуда не делась. Антонио Ди Натали, реализовав пенальти, забил свой 20-й мяч в этом сезоне. И счет в поединке Ромы и Удинезе стал 2-1 в пользу римского клуба. Сантон. Снейдер. И до конца первого тайма в нашем матче Палермо-Интер, где счет пока ничейный 1-1. 6 минут, ну, наверное, пару добавленных. Что-то около 8. Сантон. Снейдер. Передача вперед. Милито пропускает мяч. И то за спиной не оказывается. Бальзаретти. Бово. Лусио. Майкон. Станкович. Камбьясо. Станкович. Там Сантон свободный. Именно его и находит хорошую передачу Станкович. На левом фланге Сантон. Если в первые минуты Сантон вообще практически в атаку не подключался, сейчас он это делает не реже, чем Майкон справа. Станкович. Вот, кстати, Майкон. Навес. Это. Здесь не то, здесь Кьяер. Майкон. Бальзаретти выбивает мяч у Майкона. Камбьясо. Очень хорошо. Станкович получает передачу от Снейдера. Занетти. А вот это было очень плохо со стороны Интера. И у Палермо будет возможность. Не будет, наверное, быстрой контратаки, потому что миланцы массово возвращаются на свою половину поля. Будет просто атака. Симплисио уходит от Майкона, делает передачу на Миколи. Миколи забрел на этот раз на левый фланг Миколи. Симплисио. Чуточку неудачно, но мяч остается у Палермо. Бальзаретти.
Симплисио. Дальше тащит за собой Бальзаретти защитников Интера. Пасторе получает мяч справа. Ушел от Майкона. Дальше что? Дальше опять играет на Микколе. Кассани. Массовая атака. Можно бить. Микколе бьет в дальний угол. А если бы даже и не пробил, мог бы найти хорошей передачей Симплисио. Ну, наверное, правда, офсайд был бы у Симплисио в этом случае. И опять неплохо. Крупным планом Микколе. Марадона тут выставил свою серьгу на продажу. И на аукционе очень сражались за эту серьгу человек в костюме в таком официальном и некая дама в красном. В конце концов, дама в красном купила эту серьгу за 25 000 евро, и оказалось, что это представительница Микколе. Не очень понятно, почему Милиач схватился за лицо. Может быть, попал ему Милито в лицо. Спросили у Микколе, а почему так получилось-то? Не дороговато будет? Он сказал, ну что значит, Марадона лучший футболист всех времен народов, мой кумир. Я вообще думал, что будет подороже, что мне придется заплатить побольше денег. А после матча Милан-Киева есть такая очень популярная программа футбольная в Италии «Контракампо». Там как раз был Микколе, и какой-то въедливый журналист спросил, а ничего, что Марадона до сих пор должен денег итальянскому бюджету? Ну, а при чем здесь моя серьга, ответил Микколе. Ну, приблизительно так. Кстати, в той же программе участвовал Леонардо, и высказал он уважение и респект Микколе, и заодно пожелал ему удачи вот в этом сегодняшнем матче. Ну, понятно почему. Лусио. Передача направо. Майкон. Пас-центр. Майкон пробрасывал мяч мимо Бальзаретти, но Бальзаретти предчувствовал это движение. Раскусил и проглотил. И в результате первый догнал мяч. А вот и Жозе Мауриньо. Он, конечно, сейчас триумфатор. Выбил Челси, причем Интер очень здорово сыграл с Челси. В первом матче просто хорошо, во втором здорово. Давно мы не видели настолько какого-то беззубого Челси, настолько невнятного в атаке. Челси — это, конечно, заслуга Интера. Майкон. На Самуэля. Самуэль. Снейдер. Сантон против Кассани. Сантон проходит в лицевую. Хорошая очень передача. Здесь Чезаре Бова играет отменно. Успевает вынести мяч перед самым носом у Диего Милито. Снейдер. Сантон. Мягкий навес. Этоо. Цепился в него Бальзаретти, но Этоо первый на мяче. Этоо. Майкон. Беззлобно, но тем не менее хватанул его по ногам Кавани, который сейчас помогает собственной обороне. Майкон. Идет последняя минута основного времени первого тайма. Ну сколько? 2-3 будет добавлено. Кавани сражается возле собственных ворот. Кавани. Милито. Хорошо ставит корпус. Хавьер Занетти. Десятый мяч в чемпионате сегодня забил Кавани и сравнялся по числу забитых мячей с Микколе. У того тоже 10. И, соответственно, они лучшие бомбардиры. Но при этом, смотрите, еще 5 у Будана, 4 у Эрнандеса. Пасторе. 1 минуту всего лишь добавил арбитр. Интересно. И еще одна желтая карточка. Лусио получает предупреждение. Мы помним, как Пасторе свалил в одном из эпизодов против Лусио. Сейчас вернул. Долг бразилец. Грубовато было. Главное, вовсе не обязательно было вот так играть.
Бово отправляет мяч вперед. Бово. Сантон. Играет со Станковичем. Сантон. Станкович. Было нарушение правил? Было или не было? Но Бальзаретти извиняется перед своим соперником. Судя по всему, дал сейчас финальный свисток в первом тайме. Финальный свисток, свисток на перерыв. Главный арбитр. Ну что, у нас после первого тайма очень интересного и хорошего. Счет ничейный 1-1. Давайте подождем, что будет после перерыва. В Италии обычно, как мне уже не раз доводилось в своих репортажах отмечать, после перерыва интереснее. Отдыхаем, перерыв. Итак, Интер против Палермо. Сейчас начнется второй тайм. В составе играющих команд: Интер. Джулио Сезар в воротах 12-й. Справа в обороне Майкон. В центре в защите 6-й Лусио, 25-й Самуэль. Слева в обороне 39-й Сантон. Три центральных полузащитника. Капитан команды Хавьер Занетти, 4-й номер. Камбьясу, 19-й. Станкович, 5-й. Под нападающими Снейдер, 10-й номер. Пара форвардов: 22-й Милито, 9-й Этоо, Жозе Муриньо. А вот и он, главный тренер команды. Судит сегодняшний матч Антонио Дамато. Ну, вы поняли, да? Палермо хочет в Лигу чемпионов. Состав Палермо: Сиригу в воротах, 46-й номер. Кассани, 16-й в обороне справа. В центре Кьяер, 24-й. Бово, 5-й. Слева Бальзаретти, 42-й номер. Три центральных хавбека: Мильяччо, 8-й. Симплисио, 30-й. Ночерину, 9-й. Хавьер Пасторе под нападающими, 6-й. Кавани, 7-й. И Микколи, 10-й. Пара форвардов: Делио Росси, главный тренер Палермо. Давайте смотреть дальше. Первый тайм был очень хороший. И моменты были, и удары были по воротам. Но и при этом уровень наблюдался. То есть организация и в той, и в другой команде была на хорошем уровне. В общем, признак того, что мы знаем, что Интер классом обладает. Для кого это не секрет. Но и у Палермо с классом тоже все в полном порядке. По ударам. Интер пробил поворот соперника аж 10 раз, но только единственный раз попал в створ. Палермо ударил поворотом Интера 6 раз, в створ попал дважды, мячом чуть больше владел Интер, 53% игрового времени против 47% у Палермо. Ночерину. Симплисио. Передача направо. Кассани. Скорость набирает Кассани. Сразу выбросился на него Станкович. Кассани на Пасторе. Пасторе. Бальзаретти. Вот уж Бальзаретти на своем фланге активно. Он все время в атаку ходит, все время подключается, ищет свободное пространство. Ночерину. Очень плохая передача. Мильяччо до мяча не добрался, а Станкович даже и не стал пытаться здесь за мяч бороться. Сантон. Уходит от Микколи Сантон. Снейдер. Ошибается Уэсли Снейдер. Хватит скорости у Кавани? Нет, не хватит у Кавани скорости. Защитники Интера действуют очень спокойно. С Челси связка центральных защитников Интера сыграла просто бесподобно. Этоо против Кьяера. Бьет? Нет, не точно. Но вообще мы знаем Лусио как футболиста мощного, трудолюбивого, очень здорово играющего в атаке, но способного в обороне ошибиться. А у Вальтера Самуэля есть такая отвратительная привычка. Вот если когда-нибудь у вас будет такая возможность, понаблюдайте, как он борется с соперником в собственной штрафной. Он руками обхватывает, ну не знаю, как девушку в танце просто. Все время, причем вот все время. Еще и мяча рядом нет, но он уже активно работает руками. Но, тем не менее, я еще раз скажу, что в последнее время именно эта пара играет очень здорово. Вот с Катанией не играл Самуэль, играл Матерацци, и там, конечно, была беда. Хотя вроде бы вовсе не из-за ошибок Матерацци пропускали. Явно ошибся Матерацци только когда забивали третий мяч, и то там Лусио напортачил значительно серьезнее. Все это я, в общем, говорю к тому, что Лусио-то с ЦСКА не сыграет. У него дисквалификация, так же, как не сыграет Тиаго Мотта. И интересно, кто будет вторым центральным защитником с Самуэлем. Может быть, Кордова, может быть, Матерацци, а может быть, Киву.
Пасторе. Камбьясо. Передачу делает в центр. Какой подкат был. Симплисио. Приехал на ягодичных мышцах аж со своей половины поля. И чуть-чуть до мяча не добрался. Кавани. Жулио Сезар без всякого труда. Выскочил и мяч забрал. Сантон. Сантон делает передачу в центр. Камбьясо. Майкон. На чужой половине поля Майкон. Милито. Снейдер. Камбьясо. Этоо. Удар по воротам выше цели. Attenzione prego, il signor Gambino Antonino è pregato di ritirare i documenti presso il posto di polizia di Tribuna Centrale. Ripeto, il signor Gambino Antonino è pregato di ritirare i documenti presso il posto di polizia della Tribuna Centrale. Grazie. И против Лусио. Лусио с Кьяером. Лусио здесь, Самуэль здесь. Они оба способны забить. А подает Камбьяс с левой ноги. Подача хорошая. Вынесли мяч. Миколе. Может быть контратака. Миколе набирает скорость. 3 в 3. 4 в 3 идут футболисты Палермо. Миколе обыгрывает Хавьера Дзанетти. Ускоряется по правому флангу. Блестящая передача Кавани. Это был шанс. Но здесь влез защитник. Влез и помешал Кавани пробить. Уже бил уругваец из неудобного положения. Миколе блестяще сыграл. И Майкон сыграл великолепно. Именно он срезал мяч. Все-таки дотянулся. Вот здесь. Пробей, конечно, Кавани поточнее. Можно было бы сушить весла. Снейдер. Станкович. Станкович. Дзанетти. Снейдер. Могучий удар в ближний угол. Прозвище у Микколе Ромарио из Саленто. Саленто — это южная часть Пули. Именно оттуда родом. Микколе. Мне кажется, он все-таки несколько от Ромарио отличается. Он так как-то покрепче, покоренастей. И Ромарио был, конечно, такой более тонкий, артистичный футболист. Хотя я вот не уверен, что был. Ромарио там играл, может быть, он и сейчас где-то еще играет, потому что еще в 40 лет он совершенно точно играл. Жулио Сезар. Вот Интер по-прежнему выиграть пока не может. Пока команда не выигрывает. Правда, играть еще почти 40 минут. С учетом добавленных все 40. И понятно, что Интер может забить. Но если Милан завтра выиграет у Наполи, а Интер вот сейчас выиграть не сможет, то Интер обойдет в чемпионате Италии. Сантон. Сантон. Снейдер. Сантон. Сантон. Передача. Неудачно. Лусио. Делает передачу направо. Майкон. Дальше в штрафную. Сильно, но немножко до Милито мяч не доходит. Снейдер. Симплисио замену все-таки просит. Да, для команды это неприятно. А кто его может заменить? В запасе есть Гуэн.
Челустка, Бертоло, Блази, Будан и Эрнандес. Да, заменить-то будет непросто Симплисио, учитывая, что нет Брешиану. Запасные Интера: Тольда, голкипер, Кордова, Матерацци, Марига, Мотто, Кварежма и Пандев. Симплисио, по всей вероятности, уйдет из Палермо по окончании сезона. У него заканчивается контракт. И если так, то Симплисио окажется, наверное, в Роме, как свободный агент. Но вот есть еще один футболист, у которого заканчивается контракт. Это Брешиану, но Брешиану как раз Зампарини намерен сохранить в команде. И с ним идут непростые, долгое время шли непростые переговоры. Вот считается, что важнее для команды Марк Брешиану, чем Фабио Симплисио. Но сейчас Симплисио уносит вообще с поля на носилках. Наверное, либо Бертоло, либо Блази на поле появится. Сейчас посмотрим. Бертоло. Николас Бертоло. Еще один аргентинец на поле выходит. 23-летний футболист. Еще одно приобретение этого сезона. 11 матчей в составе Палермо Бертоло провел. Прибыл из Банфилда. 86-го года рождения. Передача налево. Сантон. Самуэль. Сантон. Что, опять нарушение правил. Вообще жестковато стали играть, и иногда неоправданно жестко. Вот теперь на Черину прихрамывает. Только одного с поля унесли. Вот, пожалуйста, еще один. Пасторе. Мяч сохраняет на правом фланге. Хавьер Пасторе. Тяжело ему будет сразу против двух футболистов. Попробует заработать. Угловой нет, обыгрывает. И сохраняет мяч. И передачу делает вдоль ворот. Опять не успевает. Немножечко здесь не успевает Кавани. Вот вам Хавьер Пасторе. Если вы видели игру этого футболиста в начале сезона, было заметно, что тяжело ему в плотном итальянском футболе после аргентинского чемпионата. Уж больно он медленно с мячом работал. И, кстати, в том числе из-за этого стал со временем оставаться на скамейке запасных. Но вот сейчас заметно, насколько он стал более комфортно себя чувствовать. Он стал быстрее работать с мячом, быстрее обыгрывать, быстрее отдавать передачи. И на сегодня уже чувствуется, что Пасторе выделяется значительно на фоне своей очень неплохой команды. Футболист, ну как фурио класса, говорят в Италии. То есть его класс уже средний класс превосходит. Передача вновь на Пасторе. Пасторе. Аргентинец на аргентинца. Пасторе уверен, что угловой был. Смотрите, как легко обыграл Сантона. Еще раз обыграл и еще раз обыграл. И передачу-то делал нацеленную. Угловой. Передача. Бертоло. Нет положения вне игры. Или есть положение? Ну, есть. Здесь был явно офсайд. Мильячо в этом самом офсайде засиделся. Кстати, вот за последние 5 лет Милан на чистое первое место в чемпионате Италии выходил только один раз в прошлом году, и тоже после матча с Наполи. Так что посмотрим. Сантон. По ходу сезона, конечно, Интер больше заслужил. Да и Милан оба раза был переигран очень убедительно. Но вот очень невнятный отрезок сейчас Интер проводит. Понятно, что происходит это потому, что Интер очень здорово сконцентрирован на Лиге Чемпионов, но все равно. Снейдер, Бово, Миколи теперь лежит. На Черину. Кстати, все это футболисты с ювентийским прошлым. Миколи играл в Ювентусе, Начерино играл в Ювентусе, Кассани начинал в Ювентусе, Бальзаретти играл в Ювентусе. Вот посмотрите теперь
У Ювентуса проблемы на флангах обороны, и это, по-моему, очевидно сегодня всем. А Бальзаретти и Кассани, которые могли бы играть за туринский клуб, неплохо выступают в поле. Сантон. Против Мильячо. Станкович. Этоо. Идет в обыгрыш. Кассани как раз вовремя подсуетился. Занетти. Отыгрывает потихонечку назад. Не было нарушения правил. Бертоло. Скорость набирает аргентинец. Наверное, пора с мячом расставаться. Нет, расставаться не стал, упал. Если фол, то желтая. Да, желтую получает Майкон. Он, кстати говоря, признает полностью свою вину. Что еще пойдет извиниться сейчас. Красавец, просто красавец. Атаку срывал. Ну так, аккуратненько по ногам. Кстати, совершенно не грубо. Пробежал по пяткам чуть-чуть. На такой скорости вполне хватило. Пасторе. Вообще, по манере игры Пасторе очень здорово Рикельме напоминает. Тоже такой внешне неторопливый. Но мне кажется, он полегче как-то. Рикельме был все-таки немножко потяжелее футболист. С другой стороны, Рикельме в поле видел лучше. Но, может быть, Пасторе тоже через год-другой выйдет на этот же уровень. Как сказал Дзампарини, когда еще и обрушился на Ювентус за неважное управление, он сказал, что если бы Ювентус предложил ему продать Пасторе, то он бы потребовал Диего, а сверх того еще 40 миллионов евро. Ночерино делает передачу налево. Бальзаретти. Приближается к чужой штрафной. Бальзаретти 3 человек обыграл, но Жулио Сезар очень спокойно мяч забрал. Бальзаретти. Назад отыгрывает. Бово. Длинный пас. Тут есть кто-то. Ну, Кавани пытается нагнетать. В матче Рома Удинезе счет сравнялся. 2-2. Это опять Антонио Ди Натали. 21-й мяч. Так и не сыграл за суперклуб Антонио Ди Натали. Хотя, сколько играл в серии А, всегда в той или иной мере был на виду. Но в этом сезоне просто неудержим. Миколе. Бальзаретти. Пасторе. Пасторе. Миколе. Бертоло. Как они долго атакуют. Жмут Интер на чужой половине поля. Но Интер есть Интер. Станкович. Разминается Пандев. Я думаю, что Этоо, скорее всего, заменит. Этоо сегодня очень бледно смотрится. Прикидывает, во сколько новый Бентли обойдется, конечно. Кавани. Но после того, как он здорово отыграл с Челси, и дело даже не в забитом мяче. Не только в забитом мяче. Жулио Сезар. Станкович. Снейдер. Сантон. Набегает на Мильячо. Удар Камбьясо. Очень сильно и куда-то совершенно в небеса.
14-й удар Интера. И по-прежнему в створ один раз всего лишь попали. Маловато будет. Но, правда, и Палермо пробил створ ворот соперника всего лишь дважды. Сиригу. Убивает мяч далеко вперед. Между прочим, Палермо, в общем, ничья тоже не устраивает. Ситуация очень непростая в чемпионате Италии. Да, она всегда такая. Плотность невероятная, просто невероятная. Сантон. Занетти. Снейдер. Милито. Если Палермо сегодня сыграет в ничью, команда будет 47 очков, а у Ювентуса 45. А у Сампдории 44. И все это для такой пущей драмы окрашивается тем фактом, что Сампдория с Ювентусом играют друг с другом. Завтра мы обязательно покажем встречу в прямом эфире. Это вечерний матч, воскресный вечерний матч. Кроме того, завтра играют Милан-Наполи, об этом я уже говорил, Сиена-Болонья, Кьево-Катания, Бари-Парма, Калири-Лацо и Аталанта-Ливорно. Сразу двойная замена. Вот так Жозе Моуриньо не церемонится. Тиаго Мотта и Горан Пандев на поле выходят. Я думаю, практически уверен, что Этоо поменяют. Интересно, кого еще. Станковича меняет Мотта. Что там про Сантону сказали? Да, неправ я оказался. Приношу вам свои извинения. Вот что сделал Моуриньо. Сантон ушел, вместо него Хавьер Занетти пошел на правый фланг обороны. А в центре Тиаго Мотта и Пандев появляется. То есть тот самый состав, который играл с Челси в Лондоне. Пандев. Мне кажется, что с облегчением воспринял Моуриньо тот факт, что все-таки купили Пандева, ну, подписали Пандева. Пандев футболист креативный, и у Моуриньо появилась возможность еще больше разнообразить игру в атаке. Он явно к этому стремился в последнее время. Сильный удар! Вот в руки к Сиригу. Практически все соглашаются, нынешний Интер значительно интереснее, чем прошлогодний Интер, где все усилия были направлены на то, чтобы в атаке творил Златан Ибрагимович. Если он вдруг по каким-то причинам не творил, то Интер оказывался командой беззубой. Еще один мяч, третий, забивает Рома в ворота Удинезе, делает это Вучинич с пенальти. Там тоже весело. Пьер. Но у нас-то, кстати, не весело, у нас все довольно серьезно, по-взрослому. Мильячо. Бово. Ночерину делает пас вперед. Пасторе. Бьют его по ногам. Нет, крепко стоит на ногах Пасторе. Миколи. Пропускает мяч мимо себя сейчас Бертоло. И Пандев идет в атаку. Идет на Бальзаретти. Пас еще дальше на Снейдера. Уэсли Снейдер оглядывается. Блестяще направо. Нет положения. Есть положение. В офсайде оказывается Диего Милито. Еще раз смотрим. Да, оказывается. И Рикардо Кварежма разминается. Длинный пас вперед. Касание.
Бертоло. Включает налево Бальзаретти. Бертоло. Хорошая передача на свободную зону. Пытается обыграть сейчас Камбьясо. Как жестко Камбьясо его останавливает одним могучим смачным ударом и без нарушения правил. Майкон. Аут. Ночерино. Миколи. Бертоло. Бертоло выпадает пока. И здесь не было нарушения правил. Поднимает Лусио аргентинца. Половина второго тайма позади. Этуо. Занетти. Снейдер. Да, сразу заметил Майкона. И Майкон мгновенно получает мяч от голландца. Высокая передача. Во втором тайме Интер значительно реже доводит мяч до Диего Милита. Лусио. Хавьер Занетти слева. Милито. Борется с Бертоло. Пандев. Снейдер. Хавьер Занетти. Самуэль Этуо против Кьяйра. Обыгрывает Кьяйра Самуэль Этуо. Еще раз обыгрывает. Дальше что? Дальше засадил мяч в касание и заработал угловой, что, наверное, само по себе не так плохо. Камбьяс подает. Навес. Майкон. Пандев. Бертоло. Очень хорошая передача. 3 в 3 идут футболисты Палермо. Кавани. Ну, обыгрывать, наверное, будет. Да, обыгрывает. Дальше что? Поторопился Кавани. Миколис сейчас показывал, что было перед ним свободное пространство. Кстати, Бертоло вот сейчас здорово сыграл. Вступил в жесткий отбор. И затем хорошей передачей вывел Кавани в чужим воротам. Да, заряжен был очень сильно на удар Кавани. Уже когда он финт вот этот заложил, по-моему, он уже и не смотрел на Миколи. Бальзаретти. Мотта. Этуо. Снейдер. Вот, кстати, слышно болельщиков Интера. Камбьясо. Пандев. Милито. 72-я минута встречи пошла. Снейдер. Обыграл, пробил, попал в Мильячо. Мотта. Еще один сильный удар и вновь не точно. Кассани. Вот тут рисковать не стал. Кассани. По-моему, очень на Джона Кьюсака похож. Актера американского, замечательного. Снейдер. Подача верхом. Пасторе. Миколи. Миколи скорость набирает. Нет, уже все. Скорость потерял, но играет на Пасторе. И дальше что с офсайдом? Есть у нас офсайд, но разыграно было недурно. Чуть-чуть. Заступил. Снейдер.
Снова на этот матч не заявлен Балотелли. Снова, потому что Балотелли и в Лондон не летал. Ну, до этого, правда, с катанием он не играл из-за травмы. А Балотелли забил 2 мяча в ворот Палермо в первом круге. И несмотря на то, что Массимо Моратти утверждает, что клуб не планирует Балотелли продавать, тем не менее Балотелли очень недоволен тем обстоятельством, что он не играет и не попадает в заявку. Майкон. Недоволен этим обстоятельством его агент Мина Райола, новый его агент, очень опытный человек. Кстати, в день матча Интера с Челси Райолу увидели выходящим из офиса Милана. Учитывая, что, помните, Балотелли уже сказал, что он фанат Милана, естественно, пошли разговоры. Райола сказал: нет, я же потренирую много футболистов. Ну, может быть, это такая была игра немножко на публику. Удар! Хороший и по-настоящему опасный удар Вальтера Самуэля. Не уследили сейчас за аргентинцем. Кстати, Кьяер не уследил. Опыта Кьяеру не хватает. Данные хорошие. Защитник смелый такой, отважный, но иногда немножко позицию прохлопывает. Кстати, Матерацци, который очень сильно радовался победе над Челси, и который вообще за словом не лезет ни в карман, ни куда-то еще, сказал, что если Балотелли за нас не болеет, может быть, ему, дескать, нас покинут. Пасторе. Нет, неудачно. Миколи. Нарушение правил со стороны Пасторе. Он тянулся за мячом, а попал в ногу Хавьеру Дзанетти. 16 лет разницы между Пасторе и Хавьером Дзанетти. Это ну, Дзанетти это Интер. И многие, собственно говоря, уже и забыли, что он Санетти на самом деле. Ну, и думаю, что ничего страшного. Мота. Мощный удар, выше цели и не точно. Серигу. Мачерина. Кому-то что-то кричит. Интересно, будет ли Делио Росси как-то пробовать усилить атаку в концовке матча. Потому что ничья Палермо тоже, в общем-то, не нужна. А не играл ли Уэсли Снейдер рукой? А если играл, то почему ему не показывал желтую карточку? По-моему, нужно предупреждать Зуму, что он играл рукой. Ну а как? Нет. Ну, арбитру видней, конечно. Пасторе. И дальше Пасторе. На фланг, наверное, не будет уходить. Касание. И еще один фол. На этот раз достается правому защитнику Палермо. Жозе Мауриньо. В планах у него вообще-то было посетить матч Динамо ЦСКА в воскресенье. Слетать. Ну, это вполне в его стиле. Готовиться к матчу как следует. Миколи. Плохая подача. Мяч, правда, футболисты Палермо сохраняют. Миколи на правом фланге. Передача в чужую штрафную. Этуо. Миколи пытается ему сразу навязать борьбу сходу. И здорово играет Кавани в этом эпизоде. Очень здорово. Мильячо. Падает опять фол, и опять мяч достанется футболистам Палермо. Ну, сфалил. Хавьер Дзанетти. Вот здесь его обыграли уже. А он продолжал как бы выбрасывать соперника за пределы поля. 78-я минута матча. Миколи вновь возле мяча. Подача. Чудные подачи у него получаются на уровне колена. И опять Миколи.
Здесь можно сыграть через Бертола, например. Нет, он через Пасторе предпочитает. Пасторе затащил мяч в чужую штрафную, сходу пробил. Дальше Кассани пытается прессинговать Снейдера, но Снейдер находит возможность сыграть на Милито. Бальзаретти. Отлично. Кавани. Мачерино. Кавани. Можно налево. Там есть совершенно свободный Бальзаретти. Не видит Кавани. Напрасно он это сделал. Завелся что-то Кавани. У него каждый раз, как мяч попадает, стремится пробить. Да, получилась опасность отскока. И все-таки сыграть вот там налево, потому что было заметно, что Майкон пошел на Кавани, и стала такая расползаться проплешина в обороне Интера на фланге. Занетти. Мота. Ильячо. Мота в центр. Снейдер. Лусио. Передача налево. Снейдер. Пьер. Корпус тут до последнего ставил. Это Самуэль? Нет, это Лусио, судя по манере бегать. Мота. Майкон. Рядом с ним Пандев. И опять Мота. Десять минут. 10 минут основного времени до окончания поединка Палермо-Интер. Камбьясо. Дальше движется Снейдер. Здорово, бить можно! В защитника попал Снейдер. Бальзаретти. Наверное, зря падал, но тем не менее довел мяч до Пасторе. Пасторе. Миколи. У Пастора нет скорости, чтобы мгновенно убегать. Пасторе падает. У Миколи есть все, что угодно. Посмотрите, что он творит. Но затем запутался в мяче Миколи. И дальше они совместно с Пасторе обрушились на арбитра. Кассани. Бово. Мягкая передача. Здесь Хавьер Занетти. Мильячо. Можно было сыграть проще на Пасторе. Мота. Майкон. Ох, как хорошо. Пандев не ожидал, похоже, такой передачи, но сам сыграл здорово на Камбьясо. Камбьясо! Отличная левая нога у Камбьясо, и забивать он способен немало. Но вот сегодня 21-й удар Интера. Синоль получил желтую. Все-таки был фол против Пастора. 21-й удар Интера, в створ всего лишь 2. 10 ударов Палермо, в створ тоже 2. Длинный пас вперед. Снейдер. Хавьер Занетти. Кошмар какой-то. Кассани. Снейдер. Снейдер обыгрывает Пасторе. Дальше идет, играет через Хавьера, через Тиаго Мотту. Самуэль. Снейдер. Там опять Майкон совершенно свободный. Кьяер. Кьяера пару раз обыграли, так он теперь очень аккуратно действует. %56 игрового времени мячом владеют футболисты Интера. 44 Палермо.
4-2 уже ведет Рома в матче с Удинезе. Сделал хет-трик Вучинич. Снейдер. Мильячо. И жмет основательно Интер сейчас с Палермо на чужой половине поля. Вот за это Самуэль получил желтый. Ну вот видите, я же говорил, что у него руки... работают все время. Бертоло. Как Бертоло играет, то здорово и смело. Пасторе. Здесь было нарушение правил со стороны Бертоло, я так понимаю. Вот этот подкат отчаянный. Мотта. Пандев на правом фланге. Пас в центр. Снейдер. Передача на свободное место. Пандев. Очередное падение. Бьется Лусио. Но выигрывает у всех Миколи. И дальше бросает мяч на Кавани. Прекрасная возможность для Палермо. Кавани. Ох, как не кстати упал Самуэль. И сейчас нарушил правила Кавани. Если бы ему чуть-чуть повезло, мог бы он продвинуться дальше. Но в результате Вальтер Самуэль всех спас своим падением. Да еще и идет в атаку Интер. Мотта. Этоо. Скрытая передача. Прерывает ее касание. Ну, не то чтобы чудом, но в последний момент. Посмотрите, обыграл же уже. Падает Самуэль, но Кавани просто двинулся с мячом в ту же сторону, куда стал падать Самуэль. А вот если бы продолжал двигаться правее, вышел бы 1 на 1. Ну, не все коту масленица, то бишь не все Кавани. Удары в ближний угол. Точные, как в первом тайме. Сейчас немножко и не повезло. Мильячо получил желтую карточку. Да, выходит Эрнандес. 19 лет. 4 забитых мяча в этом сезоне. Из Пиньяроли перебрался в Палермо, причем сперва в Примаверу. Играл на чемпионате мира для футболистов моложе 20 лет за Уругвай. Бертоло. Пасторе совершенно свободен, но Бертоло предпочел сам тащить эту атаку и, наверное, был прав. Пасторе. Да, не поняли здесь друг друга два аргентинца. И Лусио дирижирует атаку. Идет вперед Лусио. Делает хорошую передачу направо. Там Пандев против Бальзаретти. Пандев навес. Но Черина спокойно прерывает эту атаку. И снова ошибка. Ну, сейчас Палермо привез сам себе неприятности. Снейдер. Здорово на Майкона. Майкон. Прострел. Нет здесь никого. И то борется. Против него Кассани. Играет на Снейдера. Снейдер может и пробить. Что дальше? Попадает он под прессинг. Камбьясо. Хайер Занетти. А времени все меньше и меньше. Успеет Эрнандес на поле выйти. Вот так. Снейдер. Этоо. Майкон. Пытался совсем уж хитро сыграть. Серигу не позволил. Пасторе. 88-я минута матча. Что, опять, что ли, игра рукой? Что-то сегодня разошлись. И те, и другие. Но футболисты Интер не в первый же раз вот так делают. Замена. Кого поменяет-то? Вот выходит Абель Эрнандес, но он полностью Абель Матиас Платеро. Эрнандес меняет он своего соотечественника Кавани.
Времени маловато. Ну, конечно, футболист очень интересный. Легкий, техничный. Пасторе. Пасторе. Вцепился в него мертвой хваткой Занетти. Заканчивается все ударом. Бертоло торопился, но в итоге пальнул куда-то в небеса. Камбьясо. Мота. Снейдер. Этуо. Снейдер. Очень хорошо. Камбьясо, бить ему нужно. Нет, бить не стал. Пандев. Попал Пандев. Под жесткие действия со стороны Бертоло. 90-я минута матча. Эрнандес. Рядом с ним Бертоло. Играет через Пасторе. Мяч достается Ночерино. Ночерино. Ошибка на ошибке. И Палермо в результате лишился хорошей возможности провести атаку. А Интер, наоборот, такую возможность приобрел. Снейдер делает передачу на Этуо. Этуо идет на Кассани. Уходит в центр. Можно бить. Пробил кому-то в затылок, мячом шлепнул. Угловой будет? Да. Будет угловой. Последняя 90-я минута. Пасторе. Набирает скорость. Эрнандес. Ух, как он побежал. И тут Миколи на фланге. Ой, какая опасная атака. Совсем немножко осталось до окончания матча. Миколи. Майкон. Майкон как задавил здесь Миколи. Ни одной ошибки себе не позволил. И Палермо провел великолепную контратаку в самой концовке встречи, но грамотные действия защитников Интера тут все ростки этой атаки пропололи, придавили и растоптали. 2,5 минуты до окончания встречи. Угловой. Подача. По части стандартов сегодня Палермо средненько выступил. Бертоло ставит в корпус Милито. Здесь вопрос угловой или нарушение? Нарушение. Еще одна желтая. А Бертоло в отборе очень неплохо. Он иногда ошибается в передачах, но в отборе. И это 5-я желтая карточка футболистов Интера. На всякий случай напомню, что в следующем туре, в 30-м туре, Интеру предстоит дома принимать Ливорно. Палермо поедет в Гену, в гости к Джену. Встреча интересная. И там еще Наполи и Ювентус. Любопытно. И Катани, Фиорентина. Вообще встреча чуть ли не двух самых играющих команд серии. Осталось чуть больше минуты. Это шанс для Палермо. Миколи подает. Да это удар, а не подача. Справился Жулио Сезар. Бертоло. Хорошо все сделал Бертоло. А Снейдер все-таки хамоватый молодой человек. Хотя и очень хороший футболист. Пасторе немножко не дотащил мяч до Бертоло. 50 секунд. Можно играть. Кассани. Минутка есть еще. Пасторе. Ух, как Камбьясо здорово действовал через ногу Пасторе. 30 секунд. У Интера есть время на одну атаку, я думаю, максимум. Эрнандес против Майкона. Нет, Майкон обыгрывает молодого уругвайца. Дальше действует через Милито. Милито в центр. Мота. Можно пробить. Нет, на Этуо. Как-то Палермо чересчур прижался сейчас к собственным воротам. Снейдер. Два человека, кстати, убрав руки, перекрывают. Все, свисток.
Итак, Палермо, Интер 1-1. Если завтра Милан выиграет, может быть, сменится лидер в серии А, может быть и нет. Ждем матча Милана и Наполи. На этом все. Я думаю, что Леонид Слуцкий смотрел эту встречу, а если по причине занятости не смотрел, то посмотрит в самое ближайшее время. ЦСКА может бороться с Интером. Леонид Викторович, мы в вас и в вашу команду верим. Ну а этот матч закончен 1-1. Вместе с вами футбол смотрел Владимир Стогниенко. Всего доброго. Смотрите матчи чемпионата итальянской серии А на канале «Россия-2». До свидания и удачи.